Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Президент Кыргызской Республики, Главнокомандующий Вооруженными силами Кыргызской Республики Садыр Нургоджоевич Джапаров. Товарищ Верховный Главнокомандующий, товарищ Главнокомандующий Кыргызской Республики, командир 999-й авиационной базы полковник Кукса. Товарищ Главнокомандующий Вооруженными силами Кыргызской Республики, товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, личный состав Центрального аппарата Министерства обороны Вооруженных сил построен. Начальник управления, военный комендант Бишкекского гарнизона, полковник Исаков. Слово предоставляется президенту Российской Федерации, Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый Садыр Нургоджоевич, товарищи офицеры, дорогие друзья, мы собрались здесь, чтобы в торжественной обстановке отметить весьма значимый юбилей – 20-летие создания в городе Кант Киргизской Республики Российской объединенной военной авиабазы. Это важная веха для нашего с киргизскими друзьями сотрудничества в сфере обороны и укрепления региональной безопасности в целом. Напомню, что российская авиабаза была создана в Киргизии после обращения киргизского руководства в сложный период, когда республика подверглась нападению международных террористов с территории Афганистана. И размещение нашего военного контингента стало одним из решающих факторов в противодействии и противоборстве с этой угрозой, исходящей из-за рубежа. С тех пор, в течение 20 лет, авиабаза играла и продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности Киргизии и авиационной поддержки сил быстрого развертывания Организации договора о коллективной безопасности в Центральноазиатском регионе. Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью. Деятельность авиабазы осуществляется в привязке к основным целям ОДКБ. В частности, ее летный состав был задействован и в специальной миссии Организации по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане в январе 2022 года. Отмечу и то, что в эти дни военнослужащие базы Кант принимают активное участие в проводимых на территории Киргизии учениях коллективных сил ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Вместе с подразделениями других государств, членов организации, отрабатывают взаимодействие при проведении миротворческих операций. Подчеркну, воины авиабазы Кант работают профессионально, с полной отдачей, проявляя храбрость и героизм. Не случайно многие из них удостоены российских государственных наград, в том числе орденов мужества. И, конечно, отдельно хочу поблагодарить киргизских друзей за оказываемое содействие в функционировании авиабазы на территории республики, за доброе отношение к нашим военнослужащим и членам их семей. И таким отношением мы, безусловно, дорожим. Со своей стороны, хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружений, современной техникой и оборудованием. Будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих. Обращаясь непосредственно к командованию авиабазы Кант, ко всему ее личному составу, хочу еще раз подчеркнуть, мы высоко ценим то, что вы несете непростую службу за рубежом, вдали от Родины. Понимаем, что это связано с определенными трудностями, но это и накладывает особую ответственность на вас. Требует помимо постоянной бдительности проявления выдержки, такта и дружеского расположения к населению принимающей стороны. Знаю, вы не подведете, рассчитываю на вас.
Уверен, находясь на передовом форпосте в своем каждодневном ратном труде, вы будете верны присяге и Отечеству. И, конечно, рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения, символом которого является присутствие в Канте российского военного контингента, будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух наших государств. Спасибо за внимание. Слово предоставляется президенту Кыргызской Республики, главнокомандующему Вооруженными силами Кыргызской Республики Садыру Нургоджоевичу Джапарову. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые военнослужащие, участники мероприятия, дорогие друзья, мне доставляет огромное удовольствие сегодня присутствовать на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы в городе Кант, и поздравить всех вас с этим знаковым событием в кыргызско-российских отношениях. В 2003 году в целях усиления безопасности Центральноазиатского региона двумя странами было принято решение о размещении на военном аэродроме города Кант российской авиационной базы, которая в последующем включена в состав коллективных сил быстрого реагирования Центральноазиатского региона коллективной безопасности. Это позволило существенно нарастить потенциал коллективных сил Организации договора о коллективной безопасности и организовать дальнейшую работу по последовательному формированию системы коллективной безопасности, отвечающей текущим угрозам. Уважаемый Владимир Владимирович, безусловно, мы с уверенностью можем сказать, что открытие авиабазы в Канте было необходимой и своевременной мерой. На фоне турбулентной геополитической ситуации, когда обстановка в мире и регионе развивается быстро и весьма непредсказуемо, и, как следствие, увеличение неблагоприятных факторов, негативно влияющих на безопасность стран Центральноазиатского региона, вопрос обеспечения региональной безопасности имеет первостепенная задача. Как компонент коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности российская авиабаза успешно решает задачи и является сдерживающим фактором для террористической и экстремистской угрозы в регионе. В целом, открытие авиабазы послужило хорошей основой для наращивания военного и военно-технического сотрудничества, в том числе формирования солидной нормативной правовой базы и установления устойчивых механизмов военного взаимодействия. На текущий момент обеспечено бесперебойное функционирование объединенной российской военной базы, включая ее авиационный компонент. За 20-летний период проделана значительная совместная работа по развитию инфраструктуры, наращиванию боевой составляющей и созданию социально-бытовых условий для ее личного состава. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники мероприятия, с момента своего образования авиационная база и личный состав объединенной российской военной базы традиционно принимает участие в международных учениях, проводимых как на территории Кыргызской Республики, так и в сопредельных государствах. В текущем году российской стороной поддержана инициатива кыргызской стороны о привлечении военно-морских судов испытательной базы военно-морского флота Российской Федерации, дислоцированных в городе Каракол, к совместному учению миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2023» и проведении нескольких эпизодов учения в акватории озера Исыккуль. Это является очередным свидетельством высокого уровня взаимопонимания, достигнутого между нашими вооруженными силами. Уважаемый Владимир Владимирович, в
Вчера парламент нашей республики ратифицировал соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны Кыргызской республики и Российской Федерации, подписанного в Москве. Убежден, что созданная региональная система противовоздушной обороны будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере. В данном ключе хотел бы отметить нашу заинтересованность в продолжении взаимодействия в этом важном направлении путем модернизации военной техники и инфраструктуры, подготовки военных кадров и обмена опытом. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники мероприятия, сегодня мы с полной уверенностью можем утверждать, что российская авиационная база в городе Кант является надежным гарантом обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе. Я искренне поздравляю личный состав авиабазы с 20-летней годовщиной ее открытия. Желаю крепкого здоровья, мирного неба, процветания и дальнейших успехов в благородном деле служения Отечеству. Благодарю за внимание. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, товарищ Главнокомандующий Вооруженных сил Кыргызской Республики, военнослужащие российского контингента выражают вам особые слова благодарности за заботу о личном составе 999-й авиационной базы. На территории дружественного Кыргызстана личный состав совершенствует летное мастерство и боевую выучку в целях обеспечения безопасности Кыргызской Республики, поддержания мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Летный и инженерно-технический состав авиационной базы смело, решительно и профессионально выполняет поставленные задачи в рамках ОДКБ и в ходе специальной военной операции. Полным ходом идет подготовка молодого летного состава. На крыло поставлено 7 летчиков, выпускников 2022 года. За мужество и героизм авиационная база представлена к награждению почетным наименованием «Гвардейская». Мы видим и понимаем, что с возрастающей мощью российской армии увеличится социальная гарантия для военнослужащих и их семей, что добавляет боевого духа и уверенности в завтрашнем дне. Мы приложим все силы, навыки и умения для сохранения суверенитета и целостности Российской Федерации и Киргизской Республики. И ручаемся, что личный состав базы никогда не подведет. Служу России! Министр обороны Кыргызской Республики Бактыбек Асанкалиевич Бекболотов. Товарищ главнокомандующий Вооруженными силами Кыргызской Республики, товарищ Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, на основании плана, утвержденного Объединенным штабом Организации договора коллективной безопасности, на сегодняшний день в Иссык-Кульской области сосредоточены коллективные силы для проведения миротворческих учений по теме подготовка и проведение миротворческой операции с коллективными силами Организации договора коллективной безопасности. По состоянию на 12 апреля перегруппировку осуществили с государств Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Таджикистан. Количество личного состава составляет более 1500 человек. Боевой и специальной техники более 250 единиц. 11 авиационной техники, 6 боевых катеров. Вчера, 11 октября, проведена генеральная тренировка данных учений. Эпизод в последующем я вам предоставлю, товарищи главнокомандующие. Доклад закончен. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с 20-летием создания на территории Кыргызстана российской объединенной военной базы. Удачи! Я тоже еще раз поздравляю вас, уважаемые военнослужащие.